Экскурсионная группа осматривает фасад здания Дома культуры. Оно построено в 70-х годах прошлого века и нуждается в ремонте. Обойдя его со всех сторон, комиссия приходит к выводу, что внешний облик культурного центра необходимо сделать презентабельным и соответствующим своему статусу. Один раз сделать, другого лучшего у нас нет. И здесь что получается с нашей сыростью, вот эта покраска, она ежегодно приходится. Депутат Госдумы Юша Газгириев предлагает покрасить здание специальной американской краской. Она держится 10 лет. Остается только время от времени чистить стены. Репетиционные и банкетные залы, библиотеку и другие помещения также внимательно осматривают. Директор Дома культуры отмечает, что стесненные условия не позволяют проводить дополнительные мероприятия. Но, к сожалению, этот вопрос пока что решить не удастся. У нас по этой линии программы сейчас будет реконструироваться замена окон, всех дверей. Наружный фасад будут ремонтировать, входные ступеньки, сказали, сделают. И я надеюсь, еще поменяют полы. Несмотря на то, что здание старое, построено оно было на совесть. И сегодня требует лишь косметического ремонта. Такую оценку дает комиссия. Здесь действительно нужно вкладывать деньги, нужен хозяйский подход. Я в этом плане сейчас полностью посмотрел, как человек, всю жизнь занимающийся строительством, подошел, посмотрел этот объект, поговорили мы сейчас и с директором Дома культуры. Я думаю, что к осени мы здесь должны получить хорошо обновленный сельский дом культуры. Дальнейшие планы по ремонту здания обсуждают тут же на заседании политсовета. Между тем, руководство Дома культуры заверили, что будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий. Правильно будет сказать, если 10-20 лет не касались ремонта, капитального ремонта, мы могли сегодня восстановить, запустить эти дома культуры, оживить их, чтобы действительно в муниципальных образованиях, в небольших селах, где количество жителей, проживающих до 50 тысяч, культурная жизнь возродилась. Сегодня самой главной целью проект себе ставит то, чтобы узнать, что хочет население, видеть в своем местном сельском доме культуры и, конечно же, обеспечить контроль за выполнением тех работ, которые жители сегодня хотят видеть в своем сельском доме культуры. Обновленный формат домов культуры, которые теперь будут называть культурными центрами, включает в себя кинозал, библиотеку, спортивные площадки. В Ингушетии возведение 5 домов культуры начнется в этом году, сообщают в Минкульте. В других населенных пунктах здания культурных домов также реконструируют. Марина Муталиева, Султан Булгучев, Новости 24.